Да. Денис, вот только что вы подошли, я так понял, показали свое удостоверение адвоката, да, свидетельство адвоката. И какое дальнейшее обычное действие, что дальше обычно происходит? Для того, чтобы попасть к Марату, мне нужно выписать пропуск. Я даю свое рабочее удостоверение, на основании этого сотрудник выписывает пропуск, и дальше этот пропуск должен быть согласован, как правило, с первым руководителем. То есть сейчас мы будем какое-то время ждать. Часто бывает так, что для того, чтобы мы здесь ждали 2-3 часа, нам говорят, что руководитель находится на совещании. К случайному совпадению, когда мы приезжаем, у руководителя часто бывают совещания. Поэтому посмотрим, сегодня вторник, мы посмотрим, есть ли совещание сегодня у руководителя, узнаем буквально в ближайшее время, потому что сотрудник уже пошел. И более того, хотелось бы сегодня еще дополнительно поговорить с руководством, если встреча будет одобрена, я смогу подняться к руководству, узнать по поводу доверенности на правозащитницу Бахаджан Туригожину. Там были указаны некоторые пункты, которые меня как юриста удивляют, почему именно это было выбрано в ответе. И я хотел бы прояснить момент, можно ли сюда будет пригласить нотариуса, если сам руководитель заверить доверенность не может. Что за моменты, которые вас удивили? Что за пункты? На самом деле там очень большие формальности были с точки зрения закона. Марат никак не мог приложить удостоверение Бахаджан Туригожиной. То есть в ответе первым пунктом было указано, что не приложено удостоверение поверенного. У Марата его физически не было. Более того, я бы хотел сказать, что все документы я ношу в своем рабочем портфеле. Ни одного документа из моего портфеля в последнее время, тем более портфель, я пронести не мог. У меня его просто изымают и предлагают выбор. Ты либо проходишь навстречу, мы тебе даем 2 листочка формата А4 белой бумаги с ручкой, и ты проходишь с Маратом, разговариваешь, либо ты отказываешься от досмотра, ты его не проходишь, и поэтому просто выходишь за учреждение. Естественно, для того, чтобы узнать, как состояние Марата, он выходил из голодовок, мы, это адвокаты, которые сюда приезжают, не могли принести ничего более 2 листочков бумаги. Откуда бы я мог принести на это заявление к Марату даже удостоверение Бахаджан Туригожиной? Я это физически сделать не мог бы в тот момент. Понимаете? То есть это был первый пункт. Я правильно понимаю, что администрация учреждения требует, чтобы Марат в своем заявлении приложил удостоверение личности Бахаджан Туригожиной? В ответе, который официально учреждение дало Марату, было указано именно это, чтобы он приложил к своему заявлению удостоверение Бахаджан Туригожиной. Второй пункт – это то, что они не могли удостовериться в дееспособности лиц, которые выписывают доверенность. То есть Марата и Бахаджан Туригожиной. Это был второй пункт. Дееспособность. Они не могли проверить. Ну а третий, они уже рекомендуют, ввиду того, что эта доверенность будет использована в международных организациях, государственных и негосударственных органах, чтобы сам нотариус приехал и заверил эту доверенность. То есть это еще нотариус должен попасть в Марат? Вот такой пункт в ответе официальном, последнем, было указано, что нотариус должен приехать и заверить эту доверенность, ввиду того, что вы будете обращаться в разные международные организации. То есть руководитель здесь снял с себя ответственность полностью, выписывать эту доверенность. Он отказывается и предлагает нам обратиться к нотариусу. Именно по этому поводу сегодня с руководителем я бы